Точнее, нашу пресс-конференцию, она будет очень информационно-содержательной, потому что здесь представители СМИ будут задавать свои вопросы, ну а, собственно, наша группа будет искренне на них отвечать. Не придя на премьеру, и вспомнила, что когда у нас в оперном ставила спектакль «Трубадур», его ставил ленинградский постановщик Давидов, он сказал одним словом журналистам, что смысл оперы «Трубадур» в том, что месть не имеет смысла. Кроме жертв она ничего не приносит и удовлетворения никому не приносит. Были ли у вас сомнения, конкуренты и так далее? Вот два вопроса. Спасибо. Работает, да? Спасибо. Вопрос, да. Я со второго вопроса начну. Кастинг был обширный, скажем так. Мы долго искали нашего главного героя и, к счастью, его нашли. Учитывалось все: внешние данные, физическая подготовка, безусловно, актерское мастерство. Но, опять-таки, повторюсь, к счастью, мы его нашли. Значит, первый вопрос. Ну, как и в первой части, в общем-то, каждый человек отвечает вот за те поступки, которые он делает. И возмездие неминуемо. Сегодня или завтра за свои поступки придется ответить. То есть это вот мы разделили здесь немножко понятие мести и возмездия. Что всех задела именно история, именно тема мести, возмездия. Я-то думал, что мы сейчас начнем там. Алексей, какие у вас планы творческие? Нет, конечно, мы переживали с самого начала, что правильно ли мы это делаем, все взвешивали. И когда пришли к тому, что да, сценарий готов, и, в общем-то, что мы готовы приступить к съемкам, начали это дело, уже не оглядывались. По поводу того, что нет отсылок, мы очень хотели, чтобы фильм был очень самостоятельным, чтобы, может быть, тот зритель, который его увидит впервые, без первой части, он мог его понять. И тем не менее, я не скажу, что там отсылок нет. Там с самого начала идет отсылка, в общем-то, там разговор с Маке, когда говорится про Саяна, про ножевое ранение и так далее. У нас идет. Но у нас очень много параллельных сюжетных линий, сюжетных новых героев мы ввели для того, чтобы
не провалиться, вот о чем вот сейчас вот люди говорят, да, чтобы не провалиться в голимую месть. Если бы Саян с самого начала начал бы мстить, то мы переступили через те идеи, которые мы закладывали в первую часть. Это было бы неправильно. Так как, почему мы тоже там 7-8 лет думали о второй части, мы не могли придумать такую историю, чтобы не переступать через идеи первой части. Может быть, из-за этого. Вот. И когда придумалась эта история, мы сразу приступили к съемкам. Не думали продолжать эту историю, откровенно говоря. Ну, сейчас вот зарубили себе на носу, никогда не говорить никогда, все. Почему нет? Сейчас посмотрим, если что, мы да, будем делать и третью часть. Посмотрим. Уже есть идеи или нет? Да. Очень содержательный ответ. Пожалуйста. Карим Кадрбаев. Вопрос такой. В сериале «Братья» были герои по имени Жан, Саян и вот Руслан. И там они погибли, то есть там умер Жан от сердечного приступа. Это все-таки одна и та же история, или все-таки это ответвление от одной истории? Да, это вопрос, конечно, сложный для меня. Почему? Потому что я не хотел слышать этот вопрос. Да, на самом деле у нас здесь есть ляп. Этот ляп, мы просто закрыли на него глаза и пошли, не оглядываясь. Ну, спасибо за внимательность. Сразу видно кинокритик. Пожалуйста, да. Подходите поближе, чтобы вас видели камеры и вашу футболку. Здравствуйте, Круглов Алексей. У меня вопрос к Ахану Сатаеву. Планируете ли вы снимать комедийный жанр? О, это уже такой общий вопрос. Да, мне тем более интересно это слышать из уст нашего актера. Ну да, если будет хорошая история, хороший сценарий, конечно. Спасибо. Так, у нас есть вопросы, может быть, к актерам или к... Да? Есть? Окей, пожалуйста. У меня вопрос к Жану Байжамбаеву. Вот если в первой части как-то было немного, ну не сказать, что позитивный герой, но как-то немного располагал, то во второй части это полностью отрицательный герой, и прям он настолько пугает, вот реально. И у меня вопрос, вот у вас не было какого-то опасения, страха, что вот вы теперь всегда будете ассоциироваться именно с Жаном? Большой и очень интересный вопрос. Дело в том, что, вы знаете, если вы примерно знаете мою кинографию, то лет 30 я исполнял роли очень положительных героев. Хороших людей, комсомольцев, журналистов положительных, милиционеров хороших. Вы знаете, я благодарен Ахану за то, что он доверил мне такую роль, интересную, как в первом «Рекетире». И, ну, я уже не буду рассказывать об этом, очень было много сказано, но второе, когда Ахан сейчас правильно сказал, что это был неожидаемый проект, потому что Ахан, сняв первый «Рекетир», он сказал на этом точка, мы ничего будем снимать, продолжения никого не будем, все, Саяна убили, все. Но получилось так, что все-таки мы сняли второй фильм, потому что очень много людей ожидали какое-то продолжение этой истории. Я надеюсь, что она получилась. Вы знаете, для меня очень интересно исполнять такую роль отрицательного героя. Я неоднократно говорил, что это роль героя нашего времени. Давайте вспомним наших многих знакомых, для которых единственный Бог – это только Он, для которых ключевое слово – это деньги. К сожалению, сейчас такое время. Деньги, деньги, деньги. И вы знаете, мой герой стал более циничным, более богаче, более жестче, более лицемернее. И я думаю, ну так и должно быть. Вы знаете, есть такое высказывание: деньги делают хорошего человека лучше, а плохого хуже. Поэтому у хороших людей появляются деньги, становятся еще лучше в своих поступках, в своих каких-то посылах. А у заведомо плохого человека появляются деньги, делают его хуже. И, видимо, это мы сделали, что он стал более циничным, для которого даже жизнь его дочери почти что ничего не означает. Потому что для него есть только единственный божок, это золотой телец. И я думаю, что, к сожалению, в наше время, может быть, я буду уже слишком жестким, в наше время эта тема актуальна, потому что действительно очень много появилось олигархов, очень много появилось богатых людей, я их называю, ну, воришек. Нашу историю, про историю Казахстана 20 века. Это тоже историческое полотно, мы сейчас в съемочном процессе. А если про ханов, то, конечно, третья часть и так далее, такое, я думаю, тот вопрос мы закроем. Бедный Маке. Вот, так. Получилось так, что в первом «Рекетире» убрали Руслана, во втором «Рекетире» убрали Жана,
а в третьем рекетире выберут Макеева, да? Ну, более, наверное, точный этот вопрос к Тимуру, которого пока нет, да. Поэтому будет загадкой сегодня, да, пожалуйста. Я же говорю, что после премьеры вот первой части, когда мы для себя историю закрыли, мы действительно думали, что все, Саян, наверное, там через минут 5 умрет. Но буквально вот выходя, вот первую часть закончил, премьера произошла, вот выходя, я уже получал смс, вот, должно быть продолжение, обязательно, там, значит, мы должны отомстить Жану, то, все. Очень много смс, вот первое ощущение зрителей было. Мы всерьез не рассматривали это, тем не менее, да, пошли дальше, у нас было другое кино, мы снимали сериалы, фильмы. И эти пожелания не заканчивались. Когда мы проанализировали, мы поняли, что мы, в общем-то, эту дверцу, оказывается, оставили. Действительно, если так посмотреть, то вот Саян лежит, но он не умирает в кадре у нас. Более того, там кто-то там услышал какую-то сирену, что там какая-то скорая вроде подъезжает. А знаете, вот мы сейчас снимаем фильм «Дорога к матери». Там есть, мы копались в исторических архивных документах, там были люди, которые ложились на дзот, получали 7 пуль ранения на дзот, ложились телом и выживали. Поэтому подумали, тут ножи, почему бы нет. Придумалась очень хорошая история. На наш взгляд, на мой взгляд, она органично вплеталась с первой частью, не переступала через те идеи, которые были заложены в первой части. Просьба зрителей, друзей, близких, коллег, в конце концов. И мы решили, пообщались, поговорили с актерами из первой части. Слава богу, все согласились. Объявили кастинг, нашли новых актеров. Замечательно. И, в общем-то, вот история сложилась сегодня вот мы на пресс-конференции. Потом Ахан. Ольга, на ответ на твой вопрос. Если ты помнишь в первом рекетире, то там Руслана показывали похороны. То в первом рекетире похороны Саяна не показывали, правильно? И это вопрос оставался открытым. Так что мы его продолжим. Ну, в целом, конечно, я время от времени пересматриваю криминальные фильмы, которые являются классикой, мировой классикой. «Однажды умер крестный отец». Безусловно, из последних «Американский гангстер» Ридли Скотта. А так сказать, что какой-то вот был конкретный один фильм, который прям вот у меня был на столе, я пересматривал его, нет, такого не было. Какое-то такое общее ощущение было, я пересматривал несколько фильмов, но так вот. Спасибо. Это с точки зрения маркетинга мы решили вообще минимализировать любые какие-то там отрывки из фильмов до выхода картины в прокат. Наверное, это связано с этим. Мы хотели минимум показывать и рассказывать до премьеры о чем-либо про наш фильм. Ну, я думаю, что все видели в кинотеатрах трейлеры, да, там, в принципе, они очень интригующие. Спасибо за вопрос. Для этой роли я готовился очень тщательно. Были очень сложные тренировки. Мне пришлось скинуть порядка где-то 12 килограмм. Вот. Если говорить о том, вышел ли я с образа или нет, то можно сказать, что я с образа уже давно вышел, потому что у меня уже выросли волосы, я обратно набрал свой вес, который скинул. Вот. А если говорить о молодежи, я считаю, что Булат сделал правильно. Он остановился. Нет смысла в мести. Правильно в фильме говорится, что местью Руслана не вернешь, брата не вернешь. А жизнь, она сама потом распределит. Сама расставит все по своим местам. Хан так интересно слушает. Если отвечать на ваш первый вопрос по поводу кулаки, но все мы были молодыми, все мы учились в школе, в университете. Бывало, конечно, но лучше всего, конечно же, не доводить до этого и решать все дипломатично. Спасибо. Да, хотелось бы выйти из образа девушки Ромашки, вы меня назвали. Но если он у меня хорошо получился, хотя бы и на этом спасибо. Скромно. Сэр. Ну, на самом деле, просто Асель была заложницей своего образа. Она из первой части у нас перекочевала. Я предлагала другие варианты, просто мне не разрешили сградить. Сэр. Вам не дают сказать, да? Вот видите, девушка Ромашка заполнилась. Проявили себя. Сейчас, секунду.
Нет, я мирный человек, добрый человек. Как и у всех бывает в жизни же, по-разному, в зависимости от ситуации. Мне кажется, если вас встретят в переулке, они будут вас бояться, потому что вы постоянно... Да, все думают, что я реальный боксер, там хожу, я вот так включаю, и как будто боксер едет. В принципе. А так в жизни, конечно, по-человечески относишься ко всем. Бывают всякие ситуации, где-то можно и накричать, и разозлиться. А так, ну, бывало. Раз в миллион. Бывает, всегда. Пожалуйста. Наконец-то пошли каверзные вопросы. Ну, значит, бюджет еще до сих пор формируется, потому что даже вот эта премьера, она тоже в рамках маркетингового продвижения фильма, все такое. Но я думаю, где-то мы будем в районе 900 тысяч долларов, ну, чуть больше. Очень повезло нам с тем, что многие коммерческие структуры, очень много спонсоров у нас было, много людей, которые нам предоставили те или иные какие-то услуги и так далее, и так далее. За счет этого нам получилось, ну, я надеюсь, у нас картинка выглядит, в смысле, дороже, фильм выглядит дороже, чем 900 тысяч. Надеюсь на это. Надеемся, да, отбить фильм и заработать какие-то денежки. Это бизнес-проект, коммерческий проект. Один из вопросов был, сколько снимали? Продолжительность? Снимали продолжительность. Это, наверное, лучше ответить сейчас Анна Чекертова, наш исполнительный продюсер. Да, она в материале, она вам расскажет, сколько съемочных дней и так далее. Ну, тогда и про деньги. Ань, давай, сколько? Про деньги уже сказали. Вот. Снимать мы начали 7 сентября прошлого года и закончили 15 ноября. Мы снимали в Алмате, Чимкенте, Караганде и Астане. А прокат будет в Казахстане. Я вот уже услышал от своих коллег, что в Кыргызстане одновременно запускается прокат. Ну, или Ахан об этом не знает? В Кыргызстане мы запускаем 28 числа, будет премьера в Кыргызстане, 28 числа. Ну, то есть на две страны. Ой, немножко слукавила. Премьера будет 25 числа в Кыргызстане, потом прокат еще с 28-го. Но мы одновременно запускаемся еще и в России. Мы начинаем 28 числа, у нас премьера в Улан-Удэ, потом мы выходим дальше. Мы в Омске, в Саратове, Самаре и так далее. То есть переговоры, здесь находится представитель компании российской, Александра Созарова, единственное, вот есть в зале, вот, который нам помогает, их компания, в организации этого процесса в России. А что делать, как вообще? Немножко было страшновато. Да. Зато да. получилось. Ну, раз зацепило, значит, действительно очень хорошо. Есть что добавить? Да, на самом деле, с одной стороны, она даже помогала играть, так сказать. Спасибо. Значит, первый вопрос был по поводу подготовка, да? Мы где-то, идея к нам закралась где-то в марте месяце. Она сказала, что мы в августе начали снимать, и в сентябре начали снимать. Но в марте у нас появилась эта идея снимать кино. То есть потом были процессы, там, мы переговаривали с актерами с первой части. Полгода, то есть? Ну, где-то так, да. Потом писали сценарий, там, искали финансирование и так далее, и так далее. То есть был, называется, подготовительный период. Второй вопрос был для актера. Да. Сколько вы готовились? С актера. Слава Богу, вот с нашими актерами, то есть у нас очень сложный процесс, период кастинга. То есть мы очень тщательно подходим вот в этом периоде, в периоде выбора актеров. И когда мы уже делаем выбор, останавливаемся на кандидатурах, уже там, ну, слава Богу, нам уже легче. То есть они уже делают так, как мы хотим, и нам везет с актерами. Но есть такая проблема, что кем-то недовольны из актеров? Нет, вот, слава Богу, не было этого. Я просто хочу скандал. Нет, не было. Слава Богу, не было. Еще к актерам был вопрос. Да, к актерам был вопрос, сколько вы готовились и как вы готовились? Я была короче между стенок, где-то месяц, наверное. И она заключалась в том, что мы очень сильно занималась в спортзале. И хотя дело в том, что у нас не было полного сценария на руках, запрещено было там, даже спрашивать о нем. И я знала только свои сцены, о чем они, в чем моя история. Но меня попросили посещать тренажерный зал. Я почему так медленно говорю, потому что для меня это странная ситуация. Я думала, что я буду что-то там делать активно, там, я не знаю. Ипподром был еще, да. Ты дралась вот там? Я занималась верховой ездой. И я думала, что вот эта физическая подготовка, она точно вот для какой-то такой вот или боевой сцены, или суперспортивной сцены.
Но мы сняли там коротенький эпизод, и это было вот для этого. И я тогда поняла, что, естественно, я до этого слышала, как Хан Сатаев тщательно готовит своих актеров. И я тогда поняла, что это все нужно было для того, чтобы чувствовать себя уверенно в себе и в тренажерном зале, в который ты ходишь каждый день. То есть Вы говорите по поводу подготовки актера к той или иной роли. Естественно, актер подготавливается, когда он читает сценарий, но у нас такой возможности не было, поскольку мы сценарий читали, как бы у нас как читка была такая, театральная читка. Мы сидели в кабинете, читали эту роль, потому что весь сюжет картины держался в очень большом секрете.